день, уважаемые любители футбола! Приветствую вас на стадионе РЦОР БГУ на матче чемпионата по женскому футболу Республики Беларусь. Сегодня встречаются команды РЦОР БГУ и команда АБФ до 19 лет. Благодарим вас за то, что вы пришли сегодня на наш стадион и желаем вам получить удовольствие от игры. Мы с нетерпением ждем начала матча, который пройдет в духе честной игры, и желаем удачи командам. Помните, что в футболе нет места расизму. Главные тренеры определили следующие стартовые составы. Команда АБФ, девочки до 19 лет. Номер 1 – Залетова Анна. Номер 3 – Гиба Елизавета. Номер 4 – Якусик Евгения. Номер 7 – Нитюкович Татьяна. Номер 8 – Острейка Полина. Номер 9 – Домин Яна. Номер 10 – Товаревич Карина. Номер 13 – Резова Анастасия. Номер 14 – Маркова Дарья. Номер 16 – Чимкина Мария. Номер 17 – Лапко Елизавета. Главный тренер команды – Шиндиков Владимир. Состав команды Зорко БДУ. Номер 15 – Крылова Виктория. Номер 4 – Иванчик Дарья. Номер 5 – Киянка Кристина. Номер 6 – Мирошниченко Лиана. Номер 11 – Васильева Алина. Номер 13 – Щерба Алина. Номер 19 – Герчит Полина. Номер 21 – Шмаровская Диана. Номер 22 – Тропникова Диана. Номер 88 – Зубко Мирослава. Номер 97 – Зинкевич Яна. Главный тренер команды Сергей Русец. На сегодняшней игре работает судейская бригада в следующем составе. Главный судья – Буйко Мария. Первый помощник судьи – Дайковская Татьяна. Второй помощник судьи – Соколович Валентина. Четвертый судья – Городкевич Владимир. Инспектор матча – Брайчевский Александр. Как ты что пришла? Тебя вход закрыли. Кто забор тебе открывает? Я не поняла. Привет. Забор тебе не поняла. Забор вы сказали не пускать. Забор крутите вы. Хорячок? Хорячок. Ну это, кролик. Тайку, который я тебе давала? Не, это другое. Так мы тогда довольны. Ты меня что-то не делала. Просто вот, понимаешь, да? Есть новые видео. Вот, отгрызла мне голос. Реально? Лежит такая на голове, такая. Даже тут вернулась. Зала один. Вот я отвечаю на твой вопрос, почему я в джинсах. Лень была. Да, он у тебя такой лохматый. Она вон там. С Олечкой стоит. Ну прям стоит вот так вот. Челка. Он же не воняет. Ну, это говорит воняет. А кто будет этот? Кого она ищет? Ты кому кричала она там? Сами? Как она пугнулась? Вон челка. Ничего себе, может, подорвала. Как вот так вот ложится? Она вытягивается вот так вот. Так вот так? Когда вытягивается? Не, ты что подписываешь? Ну там в одном месте ручку крылышками мастишь, и как
Уважаемые зрители, просим вас встать на время звучания Государственного гимна Республики Беларусь. Добрый вечер, уважаемые любители белорусского футбола. Приветствуем вас на женской лиге, 15-й тур. И встречается сегодня Зорко БДУ, принимает команду АБФ У-19. Наблюдать за этой встречей вместе с вами будет комментатор Павел Быков. Давайте познакомимся с составами команд. Итак, начнем мы, конечно же, с состава гостей. Сегодня АБФ У-19 в следующем составе. На последнем рубеже номер 1 Анна Залетова, далее полевые игроки по номерам. Номер 7 Татьяна Нестюкович, далее номер 9 Яна Домин, Анастасия Евзрезова 13, 14 номер Дарья Маркова, 8 Полина Острейка, 4 Евгений Якусик, 16 Мария Ченкина, 17 Елизавета Лапко, 3 Елизавета Гиба, капитан команды, и номер 10 Карина Товаревич, главный тренер АБФ У-19 Владимир Шиндиков. Теперь познакомимся с составом хозяев. Зорко БДУ. В воротах сегодня играет номер 15 Виктория Крылова, далее полевые игроки по номерам. Номер 11 Алина Васильева, 88 Мирослава Зубко, 13 Алина Щерба, 22 Диана Тропникова, 5 номер Кристина Киенко, 6 номер Лиана Мирошниченко, она сегодня с капитанской повязкой, 21 Диана Шмаровская, 97-я Яна Бенкевич, 19-я Полина Гирчиц и 4-й номер Дарья Иванчик. Главный тренер Зорки БДУ Сергей Русецкий. Вот, собственно, мы познакомили вас с теми девушками, которые сейчас находятся на зеленом газоне стадиона Арцор БГУ, и мы готовимся к старту игры. Можно вспомнить о турнирном положении одной и другой команды. Здесь можно вспомнить не только об этом, но и припомнить, чем завершилась первая встреча этих дружин. Напомню, в первой игре, если не ошибаюсь, это было в конце апреля, победу одержала Зорко БДУ со счетом 4-0. Ну и, в принципе, можно вспомнить, что из последних 4 дуэлей ни разу пока сборная команда АБФ У-19 не выигрывала у Зорки БДУ. Была одна ничья 1-1 еще в 2020 году. Тогда же в первой встрече 2020 года 3-0 проиграли они, потом 2-1 поражение. Да, и 29 апреля, как я и говорил, досматриваем атаку. 0-4. Посмотрим, насколько прибавила дружина Шиндикова. Я не устаю об этом говорить и периодически говорю об этом в наших репортажах, что видно, что команда от раза к разу повышает свой профессиональный уровень и уже не так явно уступает фаворитам
Более того, периодически видимые острые моменты. Можно вспомнить отличную игру с Могилевским Днепром 4-2, причем что на самом деле периоды были такие, что казалось, что вполне себе может еще и команда АБФ У-19 взять верх. Но пока смотрим за очередной атакой. 3-2. Отбиваются девушки в белом. Да, команда АБФ У-19 сегодня играет в белых футболках. Зорка БДУ в розовой форме. Ну и вот, видите, обозначает прессинг Анастасия Евзрезова, 13 номер, наконечник нападения команды Шиндикова. Продолжаем наблюдать за игрой. Иванчик была на ваших экранах. Неточная передача от Дарьи. И попытка контратаки. Яна Домин. Возвращается мяч к Яне. Но вот здесь не очень точная передача. Контратака 2 в 3. Видимый прорыв Зубко. Мирослава серия обманных движений входит в штрафную, но здесь Елизавета Гиба, капитан команды, 3-й номер, все-таки оттесняет ее от мяча. Увидимый первой угловой. Как-то за дело очень сильно взялась Зорка БДУ. Полны решимости сегодня хозяева заполучить заветные 3 балла. Напомню, что Зорка БДУ на данный момент находится на 5-й позиции. На 7-й команда АБФ У-19. Смотрим мы за подачу углового. Подача на дальнюю. Есть удар головой, но здесь выше перекладины проходит мяч, поэтому Анна Залетова ведет мяч в игру. Свободный удар от ворот. Предпочитает розыгрыш. Да, говорили мы, что у Ани были моменты с тем, что очень предсказуем ввод мяча в игру, и периодически игроки одной и другой команды в этом случае, понимая, куда она будет направлять мяч, очень много, скажем так, сильно концентрировались с одной из сторон, примерно понимая, куда будет введен мяч. Ну и видим мы, что, судя по всему, Шиндиков принял за лучшее предложить розыгрыш от ворот, тем более, что в том случае, когда команда играет вторым номером, а я практически убежден, я думаю, что вы со мной согласитесь, что и по старту можно вспомнить о том, что команда играет скорее вторым номером. Ну и давайте, кстати, вспомним мы и о судейской бригаде. Сегодня у нас девушки играют, девушки судят. Главный арбитр сегодняшней встречи Мария Буйко. Помогают ей Валентина Соколович, Татьяна Даньковская. Ну и 4-й судья у нас Владимир Городскевич, инспектор Александр Брайчевский. Пожелаем удачи сегодня и девушкам на поле, и в составе обеих команд, и судьям также. Хороший сольный проход мы наблюдаем в исполнении одного из игроков АБФ У-19. К сожалению, не вижу отсюда, не очень удобная у меня позиция. Не вижу, кто это был. Полина Острейка. Есть оперативный простор перед Полиной. Передача на Евзрезовой такая вот по ходу движения. Настя немного не успевала. Благо разобралась. И вы знаете, вот после первых минут, когда мы видим такую навалу со стороны Зорки БДУ, хороший ответ мы можем сейчас наблюдать в исполнении АБФ У-19. Как я уже говорил, команда Шиндикова все увереннее себя чувствует, все интереснее показывает игру. Поэтому будем надеяться, сегодня инспекцию в составе Зорки БДУ они выдержат. Будем надеяться и верить. Как бы там ни было, силы есть, и все больше команда показывает свои растущие зубы. Напомню, что в данном случае у нас команда АБФ У-19 укомплектована девушками не старше 19 лет. Поэтому где-то, возможно, против более мастеровитых, более взрослых соперниц. Бывает им тяжело, но видно, что огонь в глазах у девчонок есть. Они продолжают активно навязывать борьбу. Снова видим мы Зубко. Не очень удачный обыгрыш. Острейка, довольно низко Полина опускается, но низким блоком обороняется АБФ У-19. Хорошая передача по задумке. Кстати, сегодня можем отметить, что Татьяна Нестюкович выходит в основе. Не так часто ей это доверяют. В некоторых матчах, как правило, используется она для того, чтобы освежить линию атаку чуть дальше. Залетова. Аня, не нужно так делать, Аня! Пропускает. Ошибка голкипера, конечно же, здесь имеет место быть. Сблизилась очень близко с нападающей. Мне показалось, что, по-моему, это Тропникова, насколько могу судить. Нет, не защитно взятие ворот.
Ну и не отмечала Диана, вы тоже это видели. Но в любом случае здесь Анне нужно быть намного аккуратней. Так дело не пойдет. Хороший проход от Евгении Якусик мы наблюдаем. Женя очень неплохо прибавляет от матча к матчу. Все чаще мы о ней вспоминаем, говоря о неких активных, интересных действиях. Здесь Нестюкович в рамках правил поборовалась с корпусом. И вот он шанс. Выстрел дальний. Нужно добивать здесь. Яна Домин не успевает первой к мячу, но могла бы. Не получилось у Яны. Вот это да, вот вам и ответ. Была близка дружина Шиндикова к тому, чтобы открыть счет этой встречи. Полина Стрейко ведет мяч из-за боковой. Не очень удачный прием мяча от Полины, и мяч покидает пределы поля. Вынос мяча сильно вперед в исполнении Зорки, но здесь на подборе первые игроки АБФ У-19. Хорошая передача на Нестюкович. Нестюкович в касании. Нет положения вне игры. Евгений Якусик. Передача. Нужно бить Нестюкович. Не очень точный удар в исполнении 7-го номера. Не все получилось. И снова подбор за АБФ У-19. Прострел в штрафную не проходит. Первый на мяче оказывается защитник Зорки БДУ. И снова подбор, но здесь нарушение правил. Да, было нарушил правила. Поэтому видим мы стандартное положение в пользу Зорки БДУ. Сыграно 8 минут. И вы знаете, если первые 2 минуты, наверное, все-таки мы могли говорить о том, что явно есть задумка на быстрый гол у команды Сергея Русецкого, то сейчас я вижу, что АБФ не собирается мириться с ролью команды отыгрывающейся. Вполне возможно, решили девушки ответить подобным образом, поэтому могли мы сейчас наблюдать и быстрое взятие ворот со стороны уже команды АБФ, а быстрый гол, чем бы завершилось в психологическом плане для Зорки предположить сложно, но пока видим, что игра довольно равна, несмотря на то, что на самом деле, пускай вас не смущает, не вводит в некое заблуждение то, что команды, в принципе, без малого соседствуют в турнирной таблице. Напоминаю вам, что на данный момент, если все-таки так все у нас и закончится, как сейчас идет, то Зорка на 5-м месте, АБФ У-19 на 7-м. Однако разница в заработанных баллах у них колоссальная. 26 баллов есть в активе у Зорки БДУ и только 12 у АБФ У-19. Я, естественно, посчитал с учетом того, что сейчас у нас матч уже идет, поэтому предлагаю вам такой расклад по факту в режиме лайв. Все-таки это много, но и разница забитых пропущенных. 59-22 у Зорки БДУ и 18-63 разница у АБФ У-19. Между ними расположилась Бобрученко с 16 баллами. У них еще матч в запасе. Поэтому в любом случае будем надеяться и верить, что нас ждет интереснейшая игра. Я думаю, что все предпосылки для этого нет. По первой 10 минутке. Стандартное положение. Полина Острейко. Есть навес в районе 11-метровый. Мяч путешествует по второму этажу. И после серии ударов головой все-таки оказывается в ногах у Зорки БДУ. Правый фланг, где Ярослава Зубко периодически дает о себе знать, просится передача, но здесь уже сложно. Все-таки, да, подождали девчонки, пока доберутся. Какой выстрел, какой гол! Вот это да! На 10-й минуте из-за пределов штрафной выстреливает Лиана Мирошниченко. Невероятный удар по точности. Все на месте. Супер сыграно. И 1-0. Зорка все-таки открывает. Со второй попытки, правда, счет в этой встрече 1-0. 10 минут. Именно столько продержалась оборона Шиндикова. Но нужно отдать должное. Здесь, конечно, невероятный выстрел от 6-го номера, от Лианы Мирошниченко. Красиво, точно, из-за пределов штрафной. И на самом деле не позволю себе некие нелестные высказывания в адрес там защитников. Дескать, ошибка какая-то была. Нет. Сказать, что есть вина Ани Залетовой, тоже не могу. Поэтому, наверное, здесь просто уровень мастерства в очередной раз нам продемонстрировала. Лиана, смотрите, слева и хороший выстрел со скоком от земли. Да, может быть, у Ани Залетовой не лучшая была позиция, но ближний угол вратаря, она его закрывала.
потому как удар носился издалека. Возможно, не во всем была готова, неизвестно. Но, опять-таки, винить первый номер АБФ У-19 я себе не позволю, поэтому 1-0, так бывает. Будем надеяться, что найдутся силы для достойного ответа у АБФ У-19. Редкий момент, когда видим мы Викторию Крылову в игре. 15 номер. Ошибка при передаче. Может получиться очень опасно. Евзрезова не поняла задумку Нестюкович. И зачем-то уходила вправо, в то время как, судя по всему, Татьяна ожидала, что будет сдвигаться левее и вглубь Елизавета. Но вот здесь не поняли друг друга. Кстати, раньше брака было намного больше. Видим мы, что от матча к матчу появляется вот эта взаимосвязь, необходимая между линиями, что не может не радовать. Ну и не будем забывать, что, в принципе, команда АБФ У-19 в определенной степени обескровила Минск, потому как много количества девушек, даже те, которые играли на товарищеском женском турнире, на котором мне удалось присутствовать еще до старта чемпионата, перебрались, поменяли прописку и усилили команды, которые сейчас находятся кратно выше в турнирной таблице. И видим мы выход из обороны в атаку в исполнении АБФ У-19. Неплохо может получиться. Есть поддержка из центра и по флангам. Яна Домин, может быть, левее Яне уходить. Идет пас на Нестюкович. Нестюкович обыгрывает 1 в 1. Отдает передачу. Можно бить. Хороший удар, но на месте здесь Виктория Крылова. Могу ошибаться. По-моему, все-таки это была Евгения Якусик наносил этот выстрел. Да, так и есть. 4-й номер. Хороший удар от Жени. Но очень грамотно выбранная позиция у Крыловой. И такой, скорее, разминочное падение в ее исполнении. Ну и видим мы, что если, с одной стороны, команда в белом пропагандирует выход из обороны в атаку через пас, порой через короткий пас, то Зорко БДУ, не стесняясь, отправляет мяч вперед по флангу, где есть и Мирослава Зубко, и, опять-таки, Ильяна Мирошниченко, более массивные, такие более рослые, которые, в принципе, за счет анатометрических данных могут где-то и оттеснить защитников, навязать им борьбу, зацепиться за мяч. Снова Полина Острейко, снова видим стандартное положение в исполнении АБФ У-19. Надо бы девчонкам реализовать, конечно, свои стандарты, работать над реализацией, потому как видим мы, что зачастую антропометрические данные команд соперниц чуть более в качественной составляющей выражены. Поэтому здесь есть моменты. Напомню вам, что одно взятие в рот у нас не состоялось. А вот со второй попытки Ляна Мирошниченко, 6-й номер, капитан команды, открывает счет в матче Зорки БДУ и АБФ У-19. Пока 1-0. Напомню вам, что лучший результат команды АБФ У-19 это 1-1 против Зорки БДУ. В год назад они так сыграли. Ну, будем надеяться, что в этот раз они тоже покажут свой уровень, свое желание победить, потому как худший результат это 0-4, и это результат, кстати, этого сезона. 29 апреля состоялась эта игра. Снова на фланге, с позиции, с которой уже забивала Мирошниченко. Можно бить, еще один выстрел заблокирован. И подальше от своих ворот выносится мяч защитниками команды АБФ. Первый на подборе Дарья Иванчик. Передача в центр. Да, видим мы такие забросы в исполнении Зорки БДУ, и, в принципе, все получается. Видим мы, что, как правило, они доходят до адресата. Ну и видим мы, что, видите, есть вопрос по выходу из обороны в атаку. Это сложно зачастую. И команда Шендикова вынуждена раз за разом включать в игру либо игроков линии обороны, либо голкипера. И вот такие ошибки тоже случаются. Острейко, было нарушение правил здесь. Увидим мы стандарт в исполнении Зорки БДУ. Треть первого тайма позади, первые 15 минут. 1-0 пока у нас счет. И снова видим мы Ляну Мирошниченко, которая готовится к подаче либо удару, может быть. Посмотрим, какой выбор сделает 6-й номер, капитан команды Зорки БДУ. Напомню, единожды она уже отметила взятием ворот. Как раз у нее ударная левая.
Розыгрыш очень неплохой, прострел. На месте Анна Залетова. Разыграли с Яной Бенкевич. Это стандартное положение. И снова мяч в ногах у Зорки БДУ. Заброс на левый фланг. Есть прием. Хороший пас пяткой. Казалось, что догонит здесь игрок Зорки. Так и получилось. В итоге мяч отправляется за боковую линию. Увидим мы вот мяча из аута в исполнении Зорки БДУ. Судя по всему, будет сильный заброс. Практически в район штрафной. Какой выстрел сходу получается. Кто его наносил, к сожалению, отсюда не могу разглядеть. Мне показалось, что это была Диана Тропникова. Причем так хлестко в ближний угол в надежде, что все-таки Залетова не будет готова к подобному удару в ближний. Но мяч с внешней стороны колыхнул сетку и поэтому отворот. Увидели мы вот мяча в игру в исполнении Анны Залетовой. Перевод вектора атаки на правый фланг. Есть передача. Яна Домин прокинула мяч перед собой, ушла от соперниц, но от второй не получилось. Слишком далеко мяч направился после встречи с Яной, поэтому видим мы аут в пользу команды АБФФ. Немного подсели девчонки АБФФ. Конечно, взятие ворот, тем более такого качества, это был реально красивый, отличный гол. Евзрезова отлично в очередной раз действует. И отмечали мы, что часто, может быть, у Насти не хватает скоростных данных, но вот за счет дриблинга, который она демонстрирует который раз к ряду, зачастую удается ей обыграть более скоростных соперниц. Здесь необходимо в очередной раз сказать, что Евзрезова очень неплохо зачастую действует в линии атаки, хотя, конечно, есть над чем работать. Как, в принципе, и многим-многим другим. В надежде на рывок Дианы Шмарковской, но здесь Залетова уверенно играет, выходит вперед и отводит угрозу от своих ворот. Аут в пользу Зорки БДУ. Без малого 20 минут первых сыграно, практически половина первого тайма позади. Передача в центр. Иванчик. Направо, туда, где Зубко. Мирослава устояла. А нет, простите, мне показалось, что это Зубко. Это не Мирослава Зубко. На ваших экранах Полина Герчиц. Увидим мы очередной стандарт в исполнении Зорки БДУ на 19-й минуте встречи. Розыгрыш. Забыли здесь Лиану. Она выкатывала передачу к центру ворот. Не очень удачный вот мяча. Еще одна передача. Не успеет, боюсь, Евзрезова. Да, к сожалению, Настя здесь не успевала за мячом, поэтому аут в пользу Зорки БДУ. Настоящая осада сейчас идет. Не успевают девчонки из команды Шиндикова расставляться. Быстрый вот мяча в игру предлагает Зорка БДУ. Крылова налево. Получает мяч обратно. Выдвигается вперед Евзрезова. Киянка. Нечасто мы о Кристине вспоминаем за 20 минут первый раз. Хорошая передача от Кристины. И сразу направо, туда, где Иванчик. Очень высоко поднимается Даша. Отличная передача. Можно было и сходу попробовать, но решила все-таки подработать мяч под удар. И здесь вынос от... Причем зрячий вынос, обратите внимание. Судя по всему, понимали, что Нестюкович будет находиться именно в этой позиции. Очень хорошо сыграно. Домин на скорости, да, здесь обыгрывает Крылова. На противоходе не успевала Яна подстроиться, уйти вправо, чем воспользовалась голкипер Зорки БДУ. Здесь очередная ошибка. Видимо, есть определенный брак в передачах, и этим браком нужно пользоваться. Не даю здесь развернуться, но все-таки передача получается. У Дарьи Марковой. И на правом фланге застревает атака. И все-таки аут зарабатывают.
девушки в белом. Ввели мяч в игру. Будет ли навес, но здесь не подсказали, судя по всему, что сзади прессингует соперница девушку, обладающую мячом. Нет ли положения вне игры здесь? Вот такой у меня есть вопрос. Мне казалось, что очень далеко и явно было положение вне игры, но опять-таки сразу оговорюсь, у меня не самая лучшая позиция. Ни в коем случае не принимаю здесь за работу Марии Буйко. И, признаться честно, не посмотрел я, зажигал ли помощник офсайд, поэтому момент заигран. Серия передач. Хорошая скидка головой на Мирославу Зубко. Атака левым флангом развивается у Зорки БДУ. Просто одну за одной, как кегли, обходит в атакующем порыве игрок на левой позиции. Но у нас небольшая пауза для того, чтобы девушки могли восстановить водный баланс. Напомню, что невероятная жара в Беларуси, в Минске в том числе. Поэтому вот по прошествии половины первого тайма небольшая пауза, после чего мы продолжим игру. Итак, мы готовы к продолжению встречи. Напомню, по прошествии 23 минут игры Зорка БДУ минимально пока обыгрывает команда АБФ У-19. Последняя встреча двух этих команд завершилась со счетом 4-0 в пользу Зорки БДУ. Сказать, что по счету сложно сказать. Здесь имел место изумительный удар Лианы Мирошниченко и по силе, и по точности, не оставляющий шансов голкиперу Ане Залетовой. Был хороший ответ в исполнении команды АБФ. Скорее, пока я бы сказал, что игра с большего равная. С моментами как с одной, так и с другой стороны. Просто где-то вот исполнительское мастерство Зорки, конечно, повыше, за счет чего и было организовано первое взятие ворот. Удар головой и снова выше. Вторая попытка после подачи углового сыграть на втором этаже. Дают это сделать игрокам Зорки. И, к сожалению, в очередной раз мяч уходит сильно выше ворот. Я думаю, что мы еще увидим подобные ситуации. Прицелятся девушки. И появится острота после подачи угловых. Безадресная передача сейчас на правом фланге, поэтому просто подарили мяч соперницам. Девушки в розовой форме. Зорка БДУ уводит мяч в игру. Бенкевич. Может быть, очень опасно! Нет, ничего здесь противоправного не случилось. Хорошо выходила Анна Залетова, не смогла зафиксировать мяч. И повезло здесь, конечно, Ане, что мяч разминулся с рамкой ворот. Вполне могли его и заносить. Нет здесь нарушения правил. Абсолютно по делу молчит свисток главного арбитра Марии Буйко. Вот здесь повторка. Да, видим, что мяч все-таки пролетает мимо ворот. И вколыхнул сетку с обратной стороны. Яна Домин активно борется с Бенкевич, но проигрывает эту дуэль. Неудержимая восьмерка. Отличная передача следует налево. Там никого нет. Чистейший подкат. Супер сыграно. Отвели угрозу от ворот.
Передача по флангу вперед, но очень сильно и очень неточно. К сожалению, никого там не было, кто мог бы откликнуться на эту передачу, поэтому снова мяч в ногах у Зорки Быдуя. Начинается очередная атака. Как я и говорил, в очередной раз обратим внимание, сильный заброс. Не считают нужным сыграть там через короткий пас. Зорка вот подобным образом быстро выходит из оборонную атаку, практически минуя среднюю линию, сразу от обороны вперед. Либо направо, где есть Мирослава Зубкова, вот сейчас мы видели ее в игре. Видели мы подключение по левому флангу, есть кому сыграть. Гиба. Не все получилось у Елизаветы. Иванчик отыгрывается, получает передачу и за лучший решает сместить вектор атаки через центр на другой фланг. Шмарковская дала передачу. В итоге мяч доходит до Васильевой. Васильева ищет варианты. Я думаю, что опять увидим заброс вперед в атаку. Так и есть. 22 номер, штрафной. Есть прострел. Ничего здесь не было. Можно бить. Удар! Какой сейф от Ани Залетовой. Вы посмотрите, какой отличный сейф от Анны. Отражает на мяч, который уже уходил под перекладину. Мне казалось, что сложно будет здесь что-то Ане предпринять, но у Ани было другое мнение на сей счет, поэтому отмечаем сейф первого номера АБФФ У-19. Хороший выстрел. Здесь она так вытягивается в струночку и мяч отправляет выше ворот. Это 28-я минута встречи была. Видимо, очередной угловой. Два прошлых заканчивались навесами и ударом головой игроков Зорки Буду. Все было выше. Смотрим на третий. Теперь это такая прострельная передача. Перехват. Хорошо может получиться. Нужно бежать 2 в 2. Домин с мячом. Ищет Яна, как быть. Дождались помощи. Нет положения вне игры. Есть положение вне игры в этот раз. Да, Евзрезова забежала в положение вне игры. Тоже мне казалось. Не нужно здесь, Насте, недоумевать. Абсолютно верное решение помощника арбитра. Даже с моей позиции, напомню вам, что, в принципе, вот моя позиция — это там же, где находится наш оператор. Даже с моей позиции было видно, что все-таки положение вне игры там зарегистрировано абсолютно легально, поэтому недоумевать 13-му номеру АБФФ У-19 явно не стоит. Вот мяча из аута в исполнении АБФФ. Хороший обыгрыш. Сразу двое игроков остались позади. Слишком сильно не успевает здесь, ну никак не успевала Татьяна Нестюкович за этим мячом. Обидно, конечно, но так уж свершилось. Полчаса игры позади. Счет пока все так же 1-0. Борьба на левом фланге. Хорошая передача. Да, нарушают здесь правила на Анастасии Евзрезовой. Увидим мы стандартное положение. По-моему, это Настя. Увидим мы стандартное положение, которое в очередной раз скажу, что с учетом небольшого количества потенциальных возможностей для взятия ворот необходимо больше работать над стандартными положениями. Надеемся, в этот раз удастся что-то выжать из этого стандарта, потому как 1-0 вполне себе отыгрываемый счет, тем более знаем, что и больше может отыграть АБФФ У-19. Помним мы встречу с Днепром. Ну и надеемся, сейчас улыбнется удача подопечного Владимира Шиндикова. Слышен свисток главного арбитра. Есть подача. Нужно бить. Нет, уже не выйдет. Слышим и свисток Марии Буйко. Полчаса сыграно. Очередное стандартное положение завершилось ничем. Редкий момент игры в короткий пас от Зорки БДУ и ошибка невынужденная, из-за чего мяч покидает пределы поля. Полина Стрейка ведет мяч из-за боковой.
Указывает Мария Буйко Полине, что, дескать, та же совсем уже разогналась, разбежалась. Нужно вернуться к тому месту, в районе которого мяч приделал по кинополю. Ну а теперь очередной стандарт. Такая неджентльменская игра от Полины Гирчиц. Отбросила она мяч. Ну а мы наблюдаем очередное стандартное положение. Евгений Якусик у мяча. Смотрим за Женей. Есть навес. Взмывает мяч вверх. Якусик первая на мяче, закрывает его корпусом, но вот здесь немного ошибается, однако не позволяет мячу коснуться своих ног, и поэтому... Нет, все-таки было касание. И мяч в игру ведет Полина Гирчиц. Гирчиц дает мяч Иванчик. Нет, все-таки восторжествовала справедливость. Тоже я немного недоумевал, как же так. С моей позиции четко было видно, что аут должен быть в пользу команды АБФ У-19. Так и свершилось. На правом фланге. Товаревич направо. Нестюкович должна вешать. Не получился навес у Татьяны. Ну а здесь слышим и свисток главного арбитра. Нарушение правил со стороны команды АБФ У-19. 33-я минута встречи. Все так же 1-0. Виктория Крылова. Передача направо на Васильеву. Васильева снова сильно вперед. И снова ошибается 11 номер. Перехват от АБФ. Евзрезова очень прям отлетает от нее мяч. Не лучший прием. Зубко что будет делать? Ближний угол открыт. Показывает, поднимайтесь. Ничего там не было. Чистый подкат. Выполняет Елизавета Гиба, 3-й номер, капитан команды. Сложно было выполнить чисто данный прием, однако смогла она это сделать. Желтая карточка. Никогда не понимал представитель тренерского штаба, который пытается учить арбитра правилам, действиям. Не согласен здесь, конечно, с решением Сергей Русецкий, но желтую карточку он получает. Угловой, подача на дальнюю. Есть удар в ближний угол. Наконец-то получается сыграть после подачи углового, но мне казалось, что здесь мяч все-таки уходил бы за пределы, но решила Анна Залетова не рисковать, и в итоге мяч зафиксировала в таком красивом акробатическом прыжке. Зафиксировала его на ближней штанге. И мы ждем продолжения игры. Аут в пользу Зорки БДУ. Все так же 1-0. Игра выровнялась. Как-то сначала, судя по всему, и одна, и другая команда были настроены на быстрый гол. Немного игра успокоилась, потому что первое время, первая 10-минутка прошла вот во встречных атаках, что с одной, что с другой стороны. И теперь Зорка методично подбирает ключи к обороне. Команда АБФ, а подопечные Шиндикова пытаются искать счастье в контратаках. Благо, периодически у них это получается, правда, вот пока результата нет. Действует довольно успешно, интересно, местами креативно. Но вот на завершающей стадии пока не везет. Вынос на фланг от защитника. Красивая манера от Татьяны Нестюкович и Евзрезова. Но здесь, может быть, Анастасии не стоило мешать Татьяне. Татьяна выдвинулась вперед в одежде на передачу от Насти, ну а Настя, к сожалению, мяч потеряла. Проникающая передача, но здесь прочитано, грамотно сопровождает защитник этот мяч до момента, пока Анна Залетова не забирает его в руки. Отличная борьба от Евгении Якусик. Отлично Женя поборолась, оттеснила корпусом соперницу, отвоевала мяч, выкатывает на передачу на Яну Домин. И Евзрезова нет положения вне игры. Нестюкович на втором этаже играет защитник Зорки БДУ. Но Нестюкович сохраняет мяч. Молодец, Татьяна.
выкатывает под удар, но здесь чуть быстрее оказывается Зубко. Да так низко она опустилась для помощи в обороне. Отвоевали мяч обратно подопечный Шиндикова. И снова атака АБФФ У-19. Обидная ошибка. Неуверенно здесь действует Мария Чинкина. И могут получить очень опасную контратаку. Герчиц. Передача направо. Обокрали здесь Бенкевич, но та, тем не менее, вступает в борьбу и зарабатывает аут для своей команды. Тридцать седьмая минута. Чуть менее 10 минут до свистка Марии Буйко, которая отправит команды под трибунное помещение. Она с вами на перерыв. Аут из-за боковой. Успешно. Передача на Герчиц. Герчиц навешивает. Не очень уверенно здесь играет головой одна из защитниц АБФФ. И мяч покидает пределы поля. Увидим мы угловой на 38-й минуте, который идет подавать капитан Зорки БДУ. Автор первого и пока единственного взятия ворот в нашей встрече Лиана Мирошниченко. Напомню, что до этого не все получалось. То точность подведет, то выше мяч улетает. И снова дают пробить головой. Вынос на подборе. Первые игроки Зорки БДУ. Успеет ли здесь за мячом? Казалось, что могла успеть здесь Даша Иванчик. Просто, наверное, поздно стартовала. И мяч в итоге поле покидает. От ворот. Хочу отметить прогресс Анны Залетовой, первого номера. Команда АБФФ. Наблюдаю я за динамикой ее игры, за тем, какую она игру показывает. И могу сказать, что намного более уверенно сейчас Анна себя чувствует. Подтягиваются и какие-то проблемные моменты, над которыми нужно работать. Радует, что замечает этот тренерский штаб и уделяет время работе с голкипером. Ну и сегодня могу сказать, что в первом случае сложно мне возложить некую ответственность за взятие ворот на плечи Анне Залетовой. Ну а ее сейв, отличный сейв, правда. Можно вспомнить. 1-0, все очень неплохо, пока у Ани все идет. Напомню, что в расположении Шиндикова есть еще Мария Толстая, которая начинала игру с Днепром первым номером, но потом была заменена. Тоже Толстая много собирает похвал. Есть динамика и в ее игре. Здесь мяч все-таки вынесли с ленточки. Взятия ворот нет. 1-0. Продолжаем играть. Напомню, что был уже эпизод со взятием ворот, но гол не был засчитан. Зорка забивала. Очень быстро Зорка уже и в формате легальном оформила взятие ворот отличным выстрелом в исполнении капитана Лианы Мирошниченко. С левой ноги, с угла штрафной. Супер, все было на месте. Но вот сейчас, кажется, чуть я Аню не перехвалил. Как-то она, мне кажется, потерялась. Не упала, не стала мяч брать в руки, пыталась сыграть ногами. Но благо вынесли мяч с ленточки. Повезло. В данном игровом эпизоде однозначно повезло. Стандарт. Есть навес. Ну как же так? Еще один сейв. А второй вот раз уже не получилось. Но нет ли положения вне игры там? После удара Зубко. Ну, судя по всему, нет. Поздравляют. 88-й номер. Мирославу Зубко. Первый отличный сейв в исполнении Анны Залетовой. Получилось у Ани. Но вот вторую волну атаки не смогла она отразить. Уже находилась на газоне, хотя и пыталась. Давайте тоже. Попытка делает ей честь определенную. Давайте смотрим повтор. Ну, здесь совершенно забыли просто. Да, не удалось. Если выстрел Тропникова еще куда бы ни шло отразился, то вот добивание от Зубко застало врасплох Аню. И в итоге имеем 2-0. Снова Тропнику, навес на дальнюю. Удар головой на месте. Перед собой отбивает мяч, но тут же от земли берет его в руки. Анна Залетова демонстрирует, дескать, я здесь, я в игре.
Попытка быстро вести мяч в игру на Нестюкович, но здесь Татьяна не смогла его обработать. Мяч приземлился, поднялся опять на определенную высоту от газона и в итоге пределы поля покинул. Ну, еще и закрыли его корпусом, не дав ей побороться. Хороший пас в касании от Яны Домин, Евзрезова. Закончилось поле у Насти Евзрезовой. Мяч от нее пределы поля покидает. Сразу опять быстрый вот мяча в игру. Передача направо. Герчец. Герчец входит в штрафную. Острейка против нее и помогает еще и Домин, по-моему. Снова Герчец. Хорошая передача. Под удар на Зубко. Выстрел Зубко и снова сейв. И снова добивание. И снова хороший сейв исполнения Анны Залетовой, но добивание. Вот, к сожалению, наверное, есть вопрос того, что не часто защитники готовы помогать и обороняться далее. Видим мы сейв и встали. Девчонки встали, это видно. После удара просто остановилась оборона. Шиндикова провела глазами первый мяч, когда все-таки смогла сотворить сейф Анна Залетова, который уже по счету. Но добивание опять-таки остается за Зоркой БДУ. Выключаются из момента обороны АБФФ. Над этим, наверное, нужно поработать. 3-0. И это первый тайм. Напомню, прошлая встреча данных команд завершилась со счетом чуть большим, 0-4. К сожалению, ту встречу я не наблюдал, поэтому высказать некие наблюдения, провести некие параллели для меня проблематично. Но пока скажу, что местами это все получается у девчонок из АБФФ У-19. Просто вот чего-то не хватает на завершающей стадии. Возможно, следует поискать интересного форварда среди наших юниорок. Хорошая передача в касании на Острейка, но Острейка здесь, наверное, проиграет более массивный Гирчиц. Но, тем не менее, Полина зарабатывает аут для своей команды. Острейка. Сильная передача на противоположный фланг. Изумительное видение поля демонстрирует на 8-й номер АБФФ Полина Острейка. 2 минуты до завершения основного времени первого тайма. Очень скоро, надеюсь, увидим, сколько будет компенсировано по итогам первых 45 минут. Пока рефери я не вижу. Передача направо. Герчиц. Включает Иванчикову в борьбу. Иванчикова в соло очень неплохо действует. Иванчик пытается сделать пас, и получается передача, удар в ближний, заблокирован. Мирослава Зубко его наносила. Такой, показалось мне, что даже немного вводящая траектория была у мяча после паса Дарьи Иванчик. Но первой на мяче встала спиной защитник АБФФ, поэтому мяч покидает пределы поля, видимо, очередной угловой. 1 минута будет компенсирована, насколько я вижу, в сегодняшнем первом тайме. Ну а тем временем у нас последние 60 секунд, пока еще не компенсированы в игре. Подбор за Якусик. Много двигается Женя, огромный объем работы делает. Настоящий лидер своей команды. Хороший перевод направо. Есть оперативный простор. Удар не попадает в ворота, к сожалению. Хороший удар, вот наподобие того, как было первое взятие ворот. Довольно остро, хорошая попытка. И там еще Евзрезова была. Смотрим повтор. Да, рядом, но, к сожалению, нет. Взятия ворот здесь нет. Все-таки, я думаю, было бы неплохо забить, отыграть первый мяч в первом тайме. Такой гол в раздевалку. Я думаю, что это взбодрило бы девчонок из АБФФ У-19. Но пока имеем, что имеем. Пока все так же 0-3. Точнее, 3-0. Зорка БДУ лидирует. Возможно, последняя атака от Зорки БДУ. Могут они сделать счет 4-0 еще в первом тайме. Мирослава Зубко догоняет мяч, обыгрывает на фланге оппонентку и выкатывает под удар, но здесь не разобрались, судя по всему, кому же удар-то наносить.
И мяч достается на фланге Полине Острейко. Полина на скорости обходит с двух соперниц и отдает не очень точную передачу на Яну Домин. Снова быстрый аут. Хорошо здесь развернулась Тропникова. Хорошая передача внешней стороной стопы. Четкая, точная, на заглядение. Нет здесь нарушения правил. К сожалению, завершается время первого тайма. После небольшой паузы мы расскажем вам, чем же завершится сегодняшняя встреча. Пока у нас 3-0, Зорко БДУ одерживает победу над командой АБФ У-19, по крайней мере, по итогам первого тайма. Скоро вернемся и досмотрим данную встречу. Не переключайтесь. Она не била, что ты делаешь, что Мирослава не била. Она хотела подачу делать. Она еще с мячом била. Да, и так, знаете, подкатилась. Когда Мирослава падала, получилось, что она мяч зацепила, когда падала. Так показалось, что как будто она в мяч покатилась. Какая минута была? Нет. Ну ладно, а руки не были там? Нет, мне кажется, это подумала, передумала. Была отмашка летела. Если бы она так, то ну ее вышли, а так,
Денег нет на белорусском, миллионер всегда есть деньги, постоянно. Так что... Ну, я беру клубы, которые позволят себе. А на белорусов никогда не беру. Ну, я пока, я пока что не понимаю, но если это про которую я думаю, то девушка сказала, которая ввела наши клиенты. Которая все куда? Вместо линии. Это она. Знаешь, как мы наших цветов? Знаешь, что я просто не понимала. Она, грубо говоря, даже не делала никаких качаний. Она просто, вот, мне кажется, вообще мячик только чуть-чуть. Она обвела. Я смотрю на это. Что голос? Ты про голос или про пенальти? Был пенальти, да? Но по видео видно, то, что она сначала коснулась мяча, а потом упала. А это не ударило, когда это бросала, в принципе, уже собиралась. Да, она улетела. Она ударила. А гола не было. Не было, да. Не было.
Не, нормально. Ну и вкусный квас. Это нормально, очень холодный. Такой дорогой. У меня бывает колено там вообще. Вот я сейчас только что стояла, кожа говорит вообще. У меня вот тут щелкает. У меня вот тут прикольно, там все такое. Оно будет похоже. Я что хотела, что у меня такая... Я думала, колено, вот перед коленкой, и чтобы у тебя там ничего не щелкало, что было вот так вот, да? Это колено. Она говорит, это камушек, ты не смотри, да? Итак, уважаемые любители футбола, в частности женского, продолжаем наблюдать за встречей Зорки БДУ и команды АБФ У-19. Счет после первых 45 минут матча 3-0. Насчет замен, пока не могу сказать, кто же ушел с поля. Точно вижу, что появилась Ольга Капыша под 8 номером. Вот кого она заменила, будем разбираться по ходу игры. В остальном сейчас познакомлю вас с составами, с которыми, по крайней мере, стартовали обе команды
в первом тайме, ну а потом по мере появления замен информации о них буду вас об этом тоже информировать. Итак, Зорко БДУ сегодня в следующем составе, это команда хозяев. На воротах сегодня Крылова Виктория, номер 15. Далее полевые игроки по номерам. Алина Васильева, номер 11. 88-й Мирослава Зубко, 13-й Алина Щерба, 22-й Диана Тропникова, 5-й Кристина Киянка, 6-й Ляна Мирошниченко, автор первого взятия в рот капитан команды. 21-я Диана Шмарковская, 97-я Яна Бенкевич, 19-й Полина Гирчиц, 4-я Дарья Иванчик. Вот мне кажется, что Алину Щербу я давно не видел на поле и пока не наблюдаю. Стало быть, возможно, вместо именно нее и появилась Ольга Капыша, которая тоже сейчас находится на поле под 8-м номером. А нет, вижу я теперь и Щербу, вижу я теперь и Алину. Будем думать, ладно, посмотрим до завершения атаки. Завершена. Можем перейти к составу команды АБФФ. В воротах номер 1 Анна Залетова. Отмечали мы сегодня несколько интересных сейфов у Ани, да и в принципе сложно обвинить ее в всех взятиях ворот, которых было сегодня уже 3. Далее полевые игроки. Досмотрим мы подачу углового и вернемся к полевым игрокам АБФФ У-19. Мирошниченко, углового флажка. Есть подача. И нет, все нормально. Казалось мне, что там мешали, на самом деле, они Залетовой в борьбе отобрали у нее мяч. Услышали мы свисток Марии Буйко, главного арбитра сегодняшней встречи, который помогают сегодня Валентина Соколович и Татьяна Даньковская. Ну а теперь вернемся к полевым игрокам команды АБФФ У-19. В полевые номер 7 Татьяна Нестюкович, 9 Яна Домин, 13 Анастасия Евзрезова, 14 Дарья Маркова, 8 Полина Острейка, 4 Евгений Якусик, 16 Мария Ченкина, 17 Елизавета Лапко, 3 Елизавета Гиба, капитан команды. Досмотрим данный игровой эпизод, не успевает вернуться к воротам. Казалось, что не успевает Анна Залетова, но фиксирует нарушение правил главный арбитр. И Карина Товаревич, номер 10. Вот полевые игроки команды АБФФ У-19. Главный тренер АБФФ У-19 Владимир Шиндиков. Главный тренер Зорки БДУ Сергей Русецкий. Итак, нужно понять, осталось вместо кого Ольга Капыша появилась на поле. С этим чуть позже разберемся. Ну и ждем, будут ли замены, будет ли некое освежение игры со стороны другого рулевого. Давайте вспомним о тех, кто еще может усилить игру, выйти с лавки. В распоряжении Владимира Шиндикова находится номер 11 Татьяна Фомченко, 15 Валерия Кунцевич, 22 Мария Толстая, это голкипер, 5 Анна Грузинская, 23 Анастасия Хорошевич, 12 Алиса Мацкевич и Дарья Макейчик по 20 номерам. Но в составе Сергея Русецкого на лавке Зорки БДУ находится еще Екатерина Чаюк под 14 номером, под 7 номером Диана Смоловская, 16 Лилия Жигол. Когда смотрим атаку, есть прострел и первая на мяче защитник АБФФ У-19. Екатерина Камлюк, первый номер, это голкипер, 10 Ксения Дубовик еще имеется в распоряжении, и Анастасия Лобашова под 23 номером. Вот те, кто могут включиться в игру со стороны Зорки БДУ. Мирошниченко. Ошибка здесь. Попадает мяч в плечо. Казалось, что вот на миллиметр от нарушения находилась Алина Васильева. Карина Товаревич с мячом. И за лучшее решает отыграться через центр дефа. Лапко налево. Мяч на левом фланге. Ну да, здесь тяжело было сразу против троих. И в итоге вполне логично, что потеряла мяч игрок команды АБФФ. По-моему, это была Евгения Якусик, могу ошибаться. И тут же контратвет. Отличный удар, выстрел. И снова мы отмечаем сейф Анны Залетовой. Снова из-под перекладины тащит Аня. Тяжелая сегодня для нее игра. И наверняка давлеет над ней и 3 взятия ворот пропущенных. Здесь отличный сейф от Залетовой. Давлеет над ней 3 пропущенных мяча. Хотя напомню, что сложно сказать, что где-то там имеется ее вина.
Первое взятие ворот там, ну, невероятный, не берущийся просто удар, а потом дважды. В первый раз она совершала сейв, потом добивание, и там уже было сложно что-то придумать. Ани. Подача на ближнюю. Удар головой. Заблокирован еще один. И в итоге забирает мяч в руки Анна Залетова. Борьба на фланге. Не дают выйти из обороны в атаку. Ошибка какая! Передача будет бить удар. Есть! Перекинули таки Аню Залетову. 0-4. Забивает Мирослава Зубко. Ошибка при передаче. Очень обидно. И здесь, да, перебрасывает Аню Залетову. 4-й мяч. 0-4. С таким счетом 29 апреля в первой игре Зорко БДУ оказалась сильнее команды АБФФ. Ну что ж, начинаем все сначала. 52-я минута встречи идет прямо сейчас. Есть еще 40 минут, чуть меньше для того, чтобы отыграться. У подопечных Владимира Шиндикова, хотя за счет чего отыграть можно 4, я пока честно не понимаю. Нарушение правил со стороны Алины Васильевой. Очередное стандартное положение. Вот реализация стандартов, конечно, хромает у АБФФ. Над этим компонентом игры стоит поработать активнее, на мой взгляд. Хотя виднее, конечно же, Владимиру Шиндикову. Прогресс команды присутствует, он налицо, однако вот все еще случаются такие обидные и довольно разгромные поражения. Есть навес на дальнюю, выбивает кулаками мяч Крылова. Заблокирована попытка еще одного выстрела. Попытка обыгрыша, но здесь пока сложно. В итоге падение, и увидим мы стандартное положение. По-моему, Домин здесь достается. Нет, достается здесь все той же Евгении Якусик, о которой мы много говорим, много вспоминаем. Нет, все-таки это была Яна Домин, я был прав. Якусик только сейчас подходит к мячу для того, чтобы реализовать этот стандарт. 53-я минута встречи, 4-0. Зорко БДУ обыгрывает АБФФ У-19. Есть подача. Помешали, не показалось здесь друг другу девушки в белом. Но подбор за АБФФ У-19. Есть прострел. Зубко закрывает корпусом мяч. Выходит из-под прессинга. Игроки зоркие. Передача направо. Отличная передача. Нужно развивать атаку. Бенкевич справа ждет. Слева тоже есть кому подключиться. Но в итоге отбивают мяч подальше от своих ворот. Да, и Взрезова здесь отлично закрывала кипера, но это увидела своевременно Алина Щерба. И в итоге мяч проследовал по другому адресату. И снова атака. Зоркий БДУ. Щерба. Нестюкович блокирует ее удар. Нестюкович с мячом. Уходит в соло Татьяна. Против трех, опять-таки, ну, нужно рассчитывать свои силы. Тяжело против трех игроков бороться. Ну и вполне логично, что хэппи-эндом эта попытка пойти в обыгрыш не заканчивается. Мяч потерян и контратака от Зоркий БДУ. Теряет мяч хозяева. Прямо перед глазами главного арбитра, не стесняясь, сносят Якусик. Мария Буйко. Пока без желтой карточки обходится. Напомню, помогает ей сегодня Валентина Соколович и Татьяна Даньковская. Очередной стандарт в исполнении АБФФ У-19. — 55-я минута.
Хороший дальний навес. Головой играют защитники Зорки. Ну а здесь мяч покидает пределы поля от игрока команды АБФФ. Аут в пользу Зорки БДУ. Капыша. Васильева догонит. Отыгрывается с вратарем. Крылова. Сильно вперед на правый фланг отправляет мяч Крылова. Пролетает мимо мяча полузащитница АБФФ У-19. И атака на правом фланге. Пытается там что-то противопоставить Мария Чинкина. Своей визави. В итоге отбиваются девушки в белом. Мяч под контролем АБФФ У-19. Опасный перехват. Снова в касании. Отлично. По какой-то невероятной траектории проходит мяч и все-таки не попадает в ворота. Казалось, что уже готов был спортивный снаряд распечатать дальнюю девятку ворот Анны Залетовой. Но благо этого не случилось. Розыгрыш от голкипера АБФФ. Смотрим повтор. Да, невероятно. Невероятно, но факт. Мирошниченко. Нужно давать в центр. Там Капыша. До верного. Снова Капыша. Чистейший подкат от защитника АБФФ. Но мяч остается под контролем Зорки БДУ. Хороший выход из обороны в атаку. 3 в 3. Есть поддержка еще справа. Запуталась в ногах. Очень обидно. Для Евгении Якусик завершается этот игровой эпизод. Капитан команды направо. Оттесняют здесь от мяча игрока Зорки. Еще одна контратака в исполнении АБФФ. И снова против нескольких игроков борется в порыве нападения Яна Домин. Ну а у нас готовится первая замена, судя по всему, и будет стандартное положение. Очередное, пока без желтых карточек обходится Мария Буйко словесным предупреждением. И, судя по всему, Яна Домин нас и покидает. Двигается она в сторону. Через все поле, правда, почему-то двигается. Давайте посмотрим, Домин ли меняют. Прошу нашего оператора показать мне, как идет замена. Если там... Да, Яна Домин покидает поле. В игру вступает. Не вижу, к сожалению, отсюда номер. Хорошевич, насколько могу судить. По-моему, это Анастасия. Хороший навес. Нет, Дарья Макейчик вступает в игру по 20-м номером. Да, Яна Домин ей уступает место на футбольном поле. Вот такая замена по прошествии 2/3 игры от Владимира Шиндикова. Покинула поле Яна Домин, 9-й номер, а вошла в игру Дарья Макейчик. Атака Зорки БДУ. Капыша, нет положения вне игры. Берет этот выстрел Залетова. Еще один под перекладину, но нет, чуть выше уходит мяч. Контролировала процесс и полет Анна Залетова. Все у нее здесь получилось. Розыгрыш от Ани. Еще полчаса игрового времени у нас впереди, не считая компенсированное. Ну а вот видим, что пытается теперь и команда АБФФ. Модель игры Зорки БДУ, выхода из обороны в атаку. Опробовать в своей игровой схеме. Видимо, попытки заброса от защиты. Но пока ничем это не увенчается. Пока все так же без шансов для взятия ворот. 4-0, Зорка БДУ
владеет преимуществом, несмотря на то, что есть выходы, есть подходы со стороны команды АБФФ, пока дальше дело не идет. А вот и желтая карточка первая в нашей встрече. Достается она Яне Бенкевич. Та прямо на глазах у арбитра сносит Дашу Маркову. Продолжаем. Полчаса у нас для того, чтобы восстановить статус-кво, но я, честно признаюсь, крайне мало верю, что удастся подопечным Шиндикова отыграть 4 мяча. Хороший удар на месте Крылова. Снова Крылова, запуталась немного, но вовремя разобралась. Там уже Евзрезова неслась к ней на всех парах для того, чтобы отквитать хотя бы один гол. И снова неточный пас Капыша. Макейчик. Не точно. Капыша в район вратарской, но там на месте Анна Залетова забирает мяч в руки. Перевод мяча на фланг. Отмечаем мы, что раньше все чаще мы видели короткий пас, ну а теперь есть попытки и забросы вперед. Шестьдесят 2 минуты уже сыграно. 28 все еще впереди. На правом фланге движение Зорки БДУ дает играть главный арбитр встречи. Нестюкович. В надежде, судя по всему, на бросок Дарьи Макейчик, который еще со свежими силами, но не тут-то было. Надежно действует защита Зорки БДУ. Вот те самые забросы. Капыша. Вне игры забралась Ольга. Евзрезова неудачно принимает мяч. И снова тот попадает в ноги Зорки БДУ. И снова аут в пользу Зорки БДУ. Киянка. Есть хорошая передача на фланг. Щерба. Нечасто видим мы 13 номер чужой штрафной. Большими силами для чего-то идут в атаку. Идет в атаку Зорка БДУ. Много у них получается. И все-таки залетает уже и пятый от штанги. Как же так? Забивает Мирослава Зубкова очередной раз. Довольно курьезный гол. И опять-таки, вот 5 мячей пропущено. 5. Ни в одном из них Анну Залетову не могу упрекнуть. Но 5-0. Вот таков наш счет. Смотрим повтор. Да. 5-0.
Первая встреча 4-0 закончилась, а тут у нас еще и полтайма-то впереди. Даже больше его. Половина. Макейчик. Хорошая передача. Нестюкович не успеет, к сожалению, но здесь и защитник в итоге почитает за лучше отправить мяч за лицевую, поэтому от углового флажка. Замена в составе Зорки БДУ. Пока, к сожалению, не вижу я, кто выходит. Двойная замена. Готовится к выходу Лилия Жиголка. Пока, к сожалению, не вижу, кого она поменяла. И там Осмоловская, что ли, еще готовится? Хороший удар, но выше ворот. Вот тебе и ответ. И снова атака АБФ У-19. Контратака от Зорки БДУ. Неплохо. Судя по всему, Зубко не прочь записать еще одно взятие в рот на свой счет. Ну или ассистентский балл. Очень высоко от Мирослава Зубко. Мяч поднимается вверх и очень высоко над воротами опускается. Готовится еще и Ксения Дубовик вступить в игру, но уже после небольшой паузы. Середина второго тайма. Время для того, чтобы пополнить запасы воды и включиться в игру. Меняет она Яну Бенкевич, которая находится под желтой карточкой. После короткой паузы снова вернемся в эфир. Продолжаем игру. Видимо, что пауза завершена. 69 минут у нас сыграно. Половина второго тайма еще впереди. Счет 5-0. Зорка БДУ одерживает пока победу без пропущенных мячей в собственные ворота. Поэтому у нас время вспомнить об Аргентине и о Ямайке. Залетова падает, на ней нарушает правила Анастасия. Мне кажется, Настя сегодня уже устала, наелась вдоволь. Неплохо бы добавить некие свежие силы в нападение, но если бы таковые были, видимо, что и Дарья Макейчик появилась на поле. Кем еще усилить нападение, виднее главному тренеру Владимиру Шиндикову. Но мы, как видите, разбираемся, где же та точка, с которой мяч должен быть введен в игру. Разобрались. Нестюкович может выходить в стандартную позицию, не удается и этого. Опасный стандарт. Да, сбивают здесь, не дают ей сыграть. В очередной раз отмечаем умение игры Татьяны Нестюкович. И опасный стандарт. Все шансы у АБФ У-19 для того, чтобы счет в этой встрече размочить.
Прямой выстрел, но не очень сильно и прямо по позиции голкипера, поэтому Виктория Крылова уверенно забирает мяч в руки, тут же начинает контратаку своей команды. Показывает Ксения Дубовик, что она готова, открыта к игре. Показывает, что была свободна. Евзрезова. Передача во фланг. Евзрезова в касание, но не было там, к сожалению, Дарьи Макейчик. Не получилось. Товаревич. Через защиту. Неудачный прием от Якусик. Там подстерегли ее ошибку и уже контратака в исполнении Зорки БДУ. Стартует последняя 20-минутка нашей игры. Как-то ускорились, мне кажется. Выросла скорость игры Зорки БДУ, то ли за счет ввода в игру свежих сил, то ли попытка сыграть рваным темпом от Сергея Русецкого. Пока сложно сказать, но могу точно, думаю, вы тоже увидите, что скорость игры от Зорки БДУ в последние 10 минут, 5-10, выросла. За счет чего и создается вот подобное преимущество. Капыша отдавала передачу в центр, там некому было на нее откликнуться, поэтому только аут после того, как защитник АБФФ выбивает мяч за пределы поля. Опасное стандартное положение, хоть и очень острый угол, но здесь есть возможности для розыгрыша и для навеса. Нарушение правил в обороне со стороны АБФФ У-19. Видим мы, как Ляна Мирошниченко вплотную подбирается к мячу и готова к тому, чтобы это стандартное положение реализовать. Наблюдаем за капитаном Зорки БДУ. Только Нестюкович одна. Татьяна в стенке. Будет у нас же глобальное забегание. Передача на Зубко. И та просто бьет. И здесь какой обидный! Какой обидный рикошет едва не приводит ко взятию ворот. Невероятно просто. В итоге видимо, что Залетова реагировала по мячу и была готова к очередному сейву. Но вот здесь такую чуть медвежью услугу ей не оказали защитники. И очередной угловой снова Ляна Мирошниченко. Есть навес, есть удар головой. Еще одна попытка, и снова Залетова на месте. Самое странное, наверное, прозвучит очень странно, при счете 5-0. Голкипер-то проводит Аня неплохую игру, особенно зная, какие бывали у нее не очень удачные игры. Зная ее слабые стороны и то, как она прогрессирует, это, конечно, не может не радовать. Да, 5 пропущено, но могло быть и кратно более, давайте признаемся честно. И дело тут не в везении либо в фарте, исключительно в мастерстве голкипера. Наверное, именно поэтому после даже 4 пропущенных не стал Владимир Шиндиков менять ее на Марию Толстую, которая начинала матч с Днепром как раз-таки первым номером. Впоследствии была заменена после большого количества пропущенных мячей. Контратака. Но отбирают мяч игроки Зорки. Васильева. Через центр. Сыграла через Зубко. Мирошниченко на Зубко. Зубко может отсюда и пробить, но и выкатывает передачу. А теперь будет удар. Хорошо, что здесь все-таки есть защитник, потому как если бы не последний деф, то уже, по сути, 1 на 1 при грамотном приеме могли организовать. А здесь Евзрезова. Нужно ускориться, Настя, но не самая сильная сторона Анастасии Евзрезовой и ее скоростные качества. Отмечали мы это, и поэтому подобные рывки отнюдь не ее конек. Ошибка передачи. Острейка здесь ошиблась и уже вынуждена отрабатывать в обороне. Ну а теперь шанс для контратаки у Полины Острейко. Тащит Полина сама по левому полуфлангу и отдает неточную передачу, к сожалению. Дубовик отыгрывается защитником. Попытка перебросить вратаря, да, выходила далеко Аннин, но не увенчался на успехом. 75 минут у нас сыграно, еще 15 минут на все про все.
Очередная замена. Видим мы, что Евзрезова покидает поле, номер 13, а в игру вступает Татьяна Фомченко. Как раз мы говорили о том, что устала, сегодня уже наелась Настя. Надо дать ей отдохнуть. И кажется, что еще и Чиюк готовится к выходу на поле в составе Зорки БДУ. Скоро мы это увидим. Но пока наблюдаем за розыгрышем в исполнении Анны Залетовой. Отыгрывается Аня защитником. Мяч следует на левый фланг. Хорошая передача. Там сразу двое игроков было рядом, но все-таки смогла добраться до мяча. По-моему, это самая Фомченко, которая только что появилась на поле. Против нее нарушили правила, поэтому видим и стандарт в пользу АБФФ. Наверное, главная интрига и главный вопрос в том, сподобится ли команда Шиндикова сегодня на гол престижа, либо счет 5-0 так и останется. Будем надеяться, что сподобится. Не подумайте, что я выражаю свои некие симпатии одной либо другой дружине, отнюдь нет. Просто мне кажется, что все-таки команда Шиндикова сегодня заслужила возможность, но у нас замена. Покидает поле Мирослава Зубко, а в игру вступает Екатерина Чиюк. Как я и говорил, Екатерина готовилась к выходу на поле. Острейка на ваших экранах. 13 минут. И очередное стандартное положение, которое в очередной раз нужно реализовывать. Есть навес. Кучемала в штрафной. На первой до мяча добирается номер 14. Маркова это была. И Кусик. Передача направо. Неплохо Макейчик обыгрывает. Будет навешивать. Есть навес от Макейчик. Попытка. Не было ли там игры рукой? Удар в дальнюю на месте. Виктория Крылова. Не было ли там игры рукой? Если будет возможность, попрошу повторить нашего режиссера. Мне казалось, защитник Зорки сыграл рукой. Могу ошибаться, уважаемые телезрители. Вот в этом эпизоде. Нет, до этого эпизода. Но ладно, если будет возможность, мы к нему вернемся. Пока вернемся к событиям на поле. Опасная передача. Можно было и привести подобным образом. Чинкина. Вот здесь смотрим повтор. Попал мяч в руку, стало быть, просто. Но, мне казалось, рука в неестественном положении, но, возможно, стоило уделить этому моменту чуть больше внимания, но как бы там ни было, момент заигран. Игра продолжается. И снова атака за атакой в исполнении Зорки БДУ. Щерба. Перевод направо. И шанс для контратаки. Нестюкович. Пытается обыграть. Не увенчалась успехом эта попытка. Мяч у Зорки. Капыша. Можно бить удар дальний. Выше, над перекладиной. А как было близко, как было рядом. Не уверен я, что здесь Анна Залетова могла бы выручить и в этой ситуации. Смотрим повтор. Да, мне казалось, что чуть ниже, и Аня могла не дотянуться до мяча. Как бы там ни было, скоро у нас последняя 10-минутка встречи. Падает Фомченко, но тут же поднимается. И обозначает прессинг на ворота Крыловой. Крылова дает направо. Еще дальше вправо идет передача на фланг. Возврат игроку защиты. И снова голкиперу. Васильева. И снова направо. Смещение в центр от Зорки БДУ. И продолжается навала на ворота Анны Залетовой. Серия рикошетов.
Хороший выход из обороны в атаку. Да, сносят здесь, но дает играть главный арбитр встречи Фомченко. Макейчик, неточная передача и подбор за зоркой БДУ. Передача ближе к центру. Тропникова направо. Закрывают на фланге, не дают возможности для подачи либо обыгрыша. В итоге идет в обыгрыш 14 номер, и Елизавета Гиба отправляет мяч за боковую. У нас очередная замена. Давайте посмотрим, кто появляется на зеленом газоне. РЦОП БГУ. Покидает поле капитан Лиана Мирошниченко, автор первого взятия ворот. И вместо нее на газоне появляется Анастасия Лобашова. 23 номер у нее на футболке. Дает поиграть ей Сергей Русецкий. Вводит ее в игру. Итак, мы готовы к ауту. Наверх штрафную. Не увенчался он успехом. Щерба. Есть поддержка слева от Васильевой. Васильева навешивает. Первые на мяче защитники АБФФ. Вот на короткий пас. Главное не ошибиться. Хорошая модель выхода из обороны в атаку через короткий пас. И главное, что, как видим, все больше и больше это получается у команды Шиндикова. С капитанской повязкой теперь Диана Тропникова. Еще одна попытка угрозы ворота Дианы. Не увенчался на успехом, ничего острого. 7,5 минут до завершения основного времени матча. Думает над тем, как отдать передачу Аня Залетова через защитника, что логично. Мы наблюдаем периодически на такой вот мяча в игру. Не подходит ей дальний вынос, не все получается в этом элементе. Поэтому вот таким образом. Отсюда, наверное, и короткий пас в попытке сыграть. Здесь будет желтая карточка однозначно. Да, получает ее номер 16. Мария Чинкина находится под желтой карточкой, а достается здесь Алине Васильевой. И главный свисток, главный арбитр встречи Мария Буйко дает свисток для того, чтобы появились на поле медики. Зорке БДУ нужна медицинская помощь Васильевой. Но мы видим очередную замену. Тем часом уходит с поля Мария Чинкина. Тут же ее меняют. Под желтой карточкой она находится. Анна Грузинская входит в игру. Будем надеяться, что все нормально с Васильевой. Она может продолжить игру, но пока видим, что ей оказывается медицинская помощь. И пока не может Алина самостоятельно подняться с газона РЦОП. Поднимается 11 номер. Больно Васильевой. Ну а мы готовимся к стандарту в исполнении Зорки БДУ. Пять минут основного времени. Итак, есть навес. Выходит из ворот Анна Залетова, уверенно берет мяч в руки. И ищет варианты для ввода мяча в игру.
Не очень точно, мяч пределы поля покидает. Щерба. Васильеву. Васильева никуда не спешит. Понимает, на что мяч становится. Отыгрывается с голкипером. Передача направо. Довольно большими силами прессингует команда АБФФ. Понятное дело, терять им нечего. Опять уже пропущено. Нужно хотя бы гол престижа провести. Полина Острейко решает за лучшее вернуть мяч защитникам. Почему-то Полина, несмотря на то, что находилась, в принципе, в неплохое положение, и да и впереди были те, кто были готовы откликнуться на передачу. Но вот Полина принимает такое решение. Сейчас она снова с мячом. Острейко прессингует Полину. В итоге ее от мяча оттесняют. Все в рамках правил. Останавливает игру главный арбитр Мария Буйко. И мы видим, что владение переходит Зорке БДУ. Щерба. Напрямую на голкипера. Крылова в игре. Крылова направо. Не очень удачный прием. Можно бить! Затянуло здесь, наверное, Евгений Никусик с принятием решения. Но, как видим, полна решимости вернуть себе контроль над мячом, поэтому отрабатывает в обороне. Ну а здесь нарушение правил. Досталось здесь Полине Гирчиц. Менее 3 минут до компенсированного времени, если таковое будет. Если будет принято такое решение главным арбитром Марии Буйко. Крылова налево. Получает мяч обратно. Перевод на фланг. Тропникова в центр. Не очень точная передача, поэтому достается мяч защитнику АБФФ. Фомченко. Хороший обыгрыш. И Кусик ли это? Нет положения вне игры. Нестюкович не смогла обыграть здесь голкипера. Выход 1 на 1 мы увидели в исполнении Татьяны Нестюкович, но не смогла она совладать с Викторией Крыловой, поэтому удар от ворот. Розыгрыш от голкипера. Мяч в районе центральной отметки. Передача направо. Снова мяч в районе центрального круга. Не очень уверенный, удачный прием от Щерба. И вынуждены через вратаря играть игроки Зорки БДУ. Последняя минута основного времени матча начинается прямо сейчас. И мы ждем решения арбитра о том, сколько же времени будет компенсировано. И будет ли таковое время вообще. Ну а пока Зорка начинает очередную свою атаку, доводя ее до завершающей стадии. Очень спокойно дают здесь встретиться с мячом 8-му номеру, отдать передачу. Да, и это 6-е взятие ворот. И Диана Тропникова забивает очередной мяч в ворота АБФФ. На последней минуте встречи. Смотрим повтор, развернулась и пробила. Да, как-то здесь совсем безалаберно сыграла оборона АБФФ. Нельзя так делать. Нельзя расслабляться. Ну, а Тропникова забивает очередной свой мяч в этой игре. Три минуты компенсирует главный арбитр встречи, поэтому еще 3 минуты мы наблюдаем с вами за противостоянием. 1 минуту, простите. Я вижу 1 минуту, почему-то мне показали 3, а тем временем я вижу, что
Показывает 1 минуту. Рефери. В эфире почему-то у вас на экране 3. К основному времени матча добавлено минимум 1 минута. Еще 1 минута. Счет становится уже 0-6. И попытка для контратаки. Возможно, последняя в исполнении АБФФ. Нужно забивать гол престижа, я был бы этому рад. Это разбавило бы игру. Да и, в принципе, мне кажется, дружина Шиндикова сегодня на гол наиграла. Дает продолжить игру главный арбитр встречи. И последняя атака АБФФ плавно переходит в последнюю атаку Зорки БДУ. 6-0. Тропникова. Дальний выстрел над перекладиной. Да, пользуется тем, что не самого высокого роста Анна Залетова. Ну что ж, и слышим мы свисток главного арбитра сегодняшней встречи. Дамы и господа, закончена игра. Счет 6-0. Именно столько сегодня забивает Зорка БДУ в ворота АБФФ У-19. С вами был комментатор Павел Быков. Увидимся на футболе. Всем хороших выходных.